сентября 90-го года была принята Декларация государственности, и Якутская автономная Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха-Якутия. Нет, она была сначала переименована Якутскую Саха Советскую Социалистическую Республику. А слово автономное было из названия исключено, и мы получили суверенитет. Потом в 92 году мы уже получили вот нынешнее название Республика Саха-Якутия. Спустя 2 года. И спустя 2 года в Конституции Республики были законодательно утверждены символы нашей республики. Флаг, герб. И герб. Ну и гимн. Угу. Так, перейдем к этому событию. Символике. Да. У меня вот есть в коллекции 2 жетона. Один был выпущен к 5-летию суверенитета республики. В 95-м. Да, в 95-м. И есть у меня пробный жетон, выпущенный к 10-летию суверенитета республики. 2000 год. Вот, который к 5-летию здесь что изображен? Ну, это у нас Нюргун-Батур с площади Победы, памятник. Изображен воин, скачущий на лошади в лучах восходящего солнца. На обороте изображен древний всадник шишкинских писаниц. Это с верховьев Лены. Первое тысячелетие, это ориентировочно 6-9 век нашей эры. Изображает знаменосца на коне. То есть это изображение относят к урыканам, предкам якутов. Так, а вот на десятилетие выпустили вот такой жетончик. У меня только образец, тоже был в серебре. Там изображен у нас наши символы республики. Это бриллианты, хомус и цветок сардана. На оборотной стороне тоже вот герб, всадник со знаменем. А эти вот жетоны, они для кого? Ну, это коллекционерам, потом на память. На память кого-то деятелям, да, государственным? Кто декларацию это подписывал, кому это? Нет, это просто был свободной продажи. Да, свободной продажи в ювелирных магазинах. Знаю про выпуски в серебре. Вот у меня вот образец есть. Это делали на ювелирной фабрике Куранакской, как там называлась-то, фабрика Алдан-Золота. Куранахи, они выпускали вот по заказу вот такие из драгоценных металлов жетоны всевозможные. А это образец, то есть для предъявления заказчику для окончательного утверждения эскиза. Тут даже есть 2 места для проб. Специальные места. Сам серебряный жетончик пока не нашел, прошло все-таки 20 лет, надо искать. Поэтому, если кто-то хочет передать в дар коллекционерам Якутии этот жетон, пожалуйста, да. Просим. Обращайтесь. Маску сними. Что? У меня подбородок просто раскрывает. Ее пошла. Я думал, для чего это? Еще в эти дни у нас есть еще одна дата, знаменательно, не знаменательно, не знаю, но 27 сентября 2018 года прошла инаугурация Николаева Александра Сергеевича, нашего нынешнего главы республики. И в честь этого были выпущены жетоны инаугурационные. Их раздавали гостям, посетителям, или они были тоже в продаже? Нет, их продажи вот не было. Их выдавали только посетителям этой инаугурации. Где-то порядка 600 жетонов было выпущено по количеству гостей. И само мероприятие проходило вот в Якутском театре оперы и балета. То есть каждому присутствующему выдали вот такой жетончик. Медно-никелевого сплава. Было изготовлено здесь в Якутске. И по времени было очень мало времени на изготовление жетона. То есть очень много времени ушло на согласование дизайна этого жетона. Поэтому, как было запланировано, они не успели. А хотели они сделать вот такой жетончик с нашим флагом. В цвете, в цвете, да, в цвете. Вот этот экземпляр уже коллекционеры сами сделали по своей инициативе. Доделали жетон, как он был задуман. И коллекционеры же выпустили 7 жетонов в серебре для себя. То есть сами скинулись и заказали? Да. Заказали оригинальными штемпелями. Также были сделаны серебряные жетоны с пробой и покрашенные. Один жетон был подарен главе.
Александру Сергеевичу Ничего себе. на память. Еще есть информация, что было выпущено 2 золотых жетона. 2 золотых жетона, кому они достались, я не знаю. Если вы знаете, пожалуйста, пишите в комментариях. Да. Ну, наверное, Александру Сергеевичу и, может быть, Трутневу, там, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе, а может, самому Владимиру Владимировичу подарили. Кстати, вот эти инаугурационные жетоны, они издревле уже известны. Цари и императоры, короли, они выпускали вот такие памятные жетончики и на своих коронационных мероприятиях раздавали особым гостям. Да. Например, важным лицам в золоте жетоны были, для лиц, так скажем так, среднего сословия, там, дворяне, мелкие чиновники, им давали в серебре, ну и простому люду раскидывали жетоны там, из меди, бронзы. То есть вот здесь можно будет у меня в каталоге посмотреть. Вот, например, серебряный коронационный рубль Александра III, вот Николая II коронационник. То есть практически все российские императоры выпускали такие жетоны. Это, кстати, первый случай в российской, да и в советской истории, когда вот глава выпускает свой инаугурационный Вот я хотела жетон. спросить, это как другие главы в других регионах то же самое? Ну, Ты вот это раз первый. опередил меня. Первый и последний или сейчас уже? Ну, не знаю, не знаешь? может. Нет, я не слышал пока, чтобы такое было, но может мода появится и будут главы. То есть это вообще получается прям вдвойне ценные жетоны, учитывая, что они вот прям такие уникальные. Да. Скажем так, тираж небольшой, со временем все труднее будет найти его. А если продать, сколько будет стоить? Не знаю. Не оценивали? Ну, где-то 1000 рублей, наверное. Значит, нужно подождать. На фасаде кинотеатра «Центральный» изображены вот как раз некоторые детали из шишкинских писаниц. Всадник вот справа, который со знаменем, он немножко другой. А слева там, наоборот, всадник с луком. Также изображена, вот, видимо, охота, сцена охоты за какими-то копытными животными и орлы. Мы пришли на площадь Победы. Я не знаю, позволит ли нам ветер записать рассказ. Сейчас мы идем прямо к Нюргуну Батуру. Итак, мы пришли на площадь Победы. Это у нас Стела Победы, и на ней изображен вот Нюргун Батур. который на жетонах. Да, она поставлена в честь участия якутского народа и народов Республики Саха-Якутия в Великой Отечественной войне. Сейчас поближе подойдем, рассмотрим еще его. Памятник был установлен в каком году? В 80-м, к 35-летию Победы. А решение было принято в 1975 году. Тут был поставлен памятный знак, и вот через 5 лет, к 35-летию, да, открыли вот стелу. Она поначалу была деревянная. Это уже позже, вот в 2005 году, по-моему, переделали, облицевали гранитом. И вот воткнули 2 дерева. А сейчас не видно, сейчас подойдем поближе. Да. Ты потом Нет, скажешь, что 2 сейчас не дерева. видно. Вот. Но некоторые говорят, что это неправильно, потому что в верованиях Саха перевернутое дерево втыкали... Ну это как корни деревьев, Да. наоборот. Нет, их втыкали на земле побежденных. Их с сергея выкапывали и переворачивали.